Более 40 уйгуров, въехавших в Таиланд 10 лет назад, спасаясь от преследований в Китае, содержатся в переполненных центрах заключения за незаконный въезд, не зная своей судьбы, заявили их семьи и правозащитные группы на семинаре «Выходные». Группа, находящаяся в таиландском центре содержания иммигрантов, входит в число более чем 500 уйгуров, бежавших в страны Юго-Восточной Азии в 2014-2015 годах от преследований в оккупированном Китаем Восточном Туркестане. По официальным данным, в марте 2014 года миграционные власти Таиланда арестовали и задержали не менее 475 уйгуров, в основном на каучуковых плантациях провинции Сонгхла. С тех пор более 100 человек были успешно переселены в Турцию, а остальные были отправлены обратно в Китай. Ратикул Чансурия, советник Национальной комиссии по правам человека Таиланда, заявил, что оставшиеся уйгуры содержатся в центрах заключения как нелегальные мигранты, а не беженцы, в плохих условиях жизни и не могут разговаривать с посторонними, добавив, что уйгуры могут подвергнуться опасности, если их отправят обратно в Китай. Организация Human Rights Watch опубликовала новый доклад о продолжающемся в Китае разрушении и преобразовании мечетей по всей стране. В своем отчете организация сообщила, что в рамках китаизации ислама закрываются мечети, разрушаются и перестраиваются места поклонения. Организация отметила, что действия китайского правительства в рамках политики объединения мечетей в регионах Нинься и Ганьсю нарушают свободу вероисповедания. В рамках усилий правительства по ограничению практики ислама китайские власти вывели из эксплуатации, закрыли и снесли мечети, а также удалили исламские архитектурные элементы, такие как купола и минареты, из многих мечетей, говорится в докладе. Уйгурские студенты, обучающиеся в университете Болуабан Тезит-Байсал, организовали программу, чтобы привлечь внимание к систематическому геноциду, проводимому китайским правительством в Восточном Туркестане, и познакомить со своей культурой. Проректор Саметин Гюндус, академические и административные руководители и сотрудники, а также студенты приняли участие в программе, которая проходила в Конгресс-центре Бордо-Холл. Выступая со вступительной речью, проректор профессор Саметин Гюндус отметил, что Восточный Туркестан является одним из истоков культуры и цивилизации тюркского мира, и рассказал об истории Восточного Туркестана и региона. 11 марта состоялся официальный визит президента Республики Казахстан Касыма-Жомарта Токаева в Азербайджан. Президента Токаева встречали в международном аэропорту имени Гейдара Алиева в столице Азербайджана Баку. После официальной церемонии встречи состоялись двусторонние переговоры между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Казахстана Касымом Жомартом Токаевым, а также между делегациями. Затем состоялось первое заседание Высшего межгосударственного совета Азербайджана и Казахстана с участием Алиева и Токаева. Администрация США заявила, что постоянно пересматривает объем экспортных ограничений, чтобы предотвратить попадание передовых компьютерных чипов или инструментов, используемых в производстве чипов, в запасы Китая. Министр торговли США Джина Раймонда ответила на вопросы журналистов на пресс-конференции в столице Маниле, куда она приехала в главе делегации 22 американских компаний, планирующих инвестировать около $1 миллиарда в увеличение занятости в сфере высоких технологий на Филиппинах. Заявив, что США продолжают продавать полупроводники в Китай и вопрос о прекращении экономических отношений двух стран не стоит, Раймонда отметила, что ограничения направлены на предотвращение военного развития Китая. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что если бывший американский лидер Дональд Трамп снова выиграет президентский пост, он не будет оказывать финансовую помощь Украине, воюющей против России, что ускорит окончание войны. Премьер-министр Орбан, убежденный сторонник Дональда Трампа, встретился с бывшим президентом США во Флориде.